отношения Назарбаева к декабрьским событиям 1986 года изначально были такие немного предательские, да, были. Потому что, ну как сказать, помню, да, тогда он очень жестко критиковал все, кто тогда выходил на площадь. То есть Назарбаев очень, скажем так, относился к тем событиям с определенной долей раздражения, конечно. То есть его была важная задача, чтобы все это ушло туда, в тень. Не слишком выпячивался. Кстати, все вот там, условно, годы его президентства, обратите внимание, он вообще старался исторически все вот эти события, не только там связанные с 86 года, а даже дальше, туда отодвинуть в сторону. И, кстати, помнишь, потом привел к этой скандальной ситуации, когда там Путин заявил, что только с Назарбаевым началась государственность, вот только он, а все, там истории вообще не было. Вот. Хотя первое национально-освободительное движение на территории Советского Союза это был именно 86 год. Потом были события в Грузии, да, в Прибалтике, только после этого. Так вот, я думаю, что, скорее всего, да, одна из причин в том, что Назарбаев все-таки всеми силами пытался, скажем так, немножко замазать в тот период.